Вы смотрите вокруг и больше не понимаете, что происходит. От долетающих новостей становится только тревожней, поэтому совсем не хочется их читать. Возможно, у вас не сидит в тюрьме по политическим мотивам муж, мама или сын. Но кто-то из ваших друзей уехал из страны, и уже очень давно с ними не виделись. Наверняка вы приходите в магазин с той же суммой, что и 1,5 года назад, отходите от кассы, смотрите на чек и скудный набор продуктов и спрашиваете себя: так что же я за это купил? Вам попадается информация о том, что заболеваемость коронавирусом снова растет, но вы видите, что в транспорте и в публичных местах исчезли просьбы носить маски и вакцинироваться. Вы растеряны и не знаете, как себя защитить и кого слушать. Вы слышите сводку последних новостей по радио и наверняка задаетесь вопросом: а почему на территории нашей нейтральной страны теперь так много чужих войск? Вы опаздываете на работу или встречу, потому что обвалился мост на центральной улице Минска. А может быть, вы живете в Гомеле, и что такое обвалившийся мост, знаете не понаслышке. И вот вы смотрите на эти обломки, которые все меньше напоминают нормальную жизнь, и думаете: как же то, что казалось таким устойчивым и стабильным, вот так просто рассыпается на глазах у всех? Да и легко ли сейчас вспомнить, что такое нормальная жизнь? Была ли она вообще? Та жизнь, когда вся твоя семья дома, муж не уезжает на заработки, дети в Европу за лучшей жизнью, а жена не обязана брать двойную ставку, чтобы получать приличную зарплату. Когда ты можешь позволить себе и отпуск, и сбережения на непредвиденные расходы, а не тратишь на внезапные проблемы со здоровьем деньги, которые откладывал несколько лет. Нормальная жизнь, когда скорая пенсия не пугает, а радует. Потому что наконец-то можно позволить себе заслуженный отдых и время на себя. Нормальная жизнь, когда твой ребенок начинает учебный год со всем необходимым, и для этого не нужно брать кредит. Когда ты можешь планировать на несколько лет, а не месяцев. Когда стабильность есть в реальной жизни, а не только по телевизору. Да, к счастью, никто из ваших родственников не был осужден за свое мнение. Но вы постоянно сталкиваетесь с проблемами, которые делают вашу жизнь все менее и менее нормальной. Возможно, вы не задумывались, что причина в том, что в нашей стране уже 1000 политических заключенных. И что чем больше людей в тюрьме ни за что, чем сильнее нарушаются права человека, тем хуже именно ваша жизнь. 1000 политзаключенных — это не только 1000 семей без кормильцев, разбитые сердца и сломанные судьбы родных и близких. 1000 политзаключенных — это причина, по которой множество стран отказались сотрудничать с Беларусью. И мы теряем на этом огромные деньги. Вы видите последствия этого в магазинах, когда кладете в корзину масло, которое подорожало в 2 раза. Когда незаконно занимающий пост Лукашенко возвращается после очередной встречи в Кремле без новых кредитов. Очередной встречи, на которой суверенитет, независимость Беларуси снова стали предметом торга. Вы видите последствия того, что в стране 1000 политзаключенных, когда смотрите на расчетный листок с пенсией ваших родителей и понимаете, что она будет становиться только меньше. Ведь те, из чьих налогов сейчас выплачивается эта пенсия, массово покидают Беларусь. А вы знаете, что из страны, в которой все хорошо, не уезжают. Вы слышите новости об очередном закрытии АЭС на ремонт и думаете: но ведь она же только недавно открылась. И причина проблем на таких предприятиях и стройках — отсутствие профессионалов на местах и потерянное международное финансирование. И они не вернутся, пока в стране без вины сидит 1000 человек. И в культуре, и в бизнесе появляется все меньше новых смелых решений и ярких идей, хороших сервисов, которые делают вашу жизнь лучше, новых заведений в вашем городе. Самоцензура заставляет людей бояться сказать или сделать что-то не то, проявить инициативу и попасть в тюрьму ни за что. Прямо как эти 1000 человек, которые именно так там и оказались. Вот что значит 1000 политзаключенных для каждого белоруса. На самом деле их намного больше. Но родственники так боятся репрессий, что не дают согласия на признание своих близких политическими заключенными. Это не 1000,
а несколько тысяч человек. И люди, обманом захватившие власть, пытаются убедить вас, будто политика не ваше дело. Будто те, кто в тюрьмах, заслужили это. Будто все это никак не касается вашей частной жизни и не коснется, пока вы помалкиваете. Но пока эти люди не на свободе, вы тоже за это расплачиваетесь. Это у вас отбирают нормальную жизнь. Но вы думаете, как сопротивляться системе, которая готова бросить в тюрьму каждого, кто с ней не согласен? Разве может простой белорус, у которого много личных проблем, решить такую глобальную проблему? А даже если получится, станет ли лучше? И это правильные вопросы. Именно поэтому стране нужны новые, честные выборы, где мы сможем выбрать президента, которому доверяем и которого сможем контролировать. Чтобы Беларусь снова наладила отношения с другими странами и, наконец, провела реформы, благодаря которым у предпринимателей будет больше свободы, у рабочих – настоящие профсоюзы, которые защищают их права, у милиции – уважение в обществе и отмена долговых обязательств перед государством. И образование, здравоохранение, культура наконец-то станут по-настоящему престижными сферами, где труд ценится достойно. Это реальное будущее страны, в которой больше нет политических заключенных, а правительство избрано народом и по-настоящему заботится о нем. Только мы сами можем приблизить этот момент. 1,5 года назад мы уже заявили, что готовы к переменам. И сейчас наша задача — не дать режиму перевернуть страницу. Они всеми силами пытаются стереть из нашей памяти сфальсифицированные выборы и насилие после них. Они хотят обнулить историю, выдав референдум за перемены, а себя — за легитимную власть. Поэтому так важно сорвать этот план. Для этого в день так называемого референдума нужно прийти на участки и сделать бюллетень недействительным, перечеркнув все предложенные варианты, и подтвердить свои действия на уже знакомой вам с лета 2020-го платформе «Голос». Вероятно, вы сейчас думаете, разве это поможет избавиться от диктатуры? Я отвечу. Если вы придете на референдум и сделаете бюллетени недействительными, это не гарантирует мгновенные перемены. Но если вы не придете, это гарантирует, что перемены случатся не скоро. Да, я знаю, что вы устали и хотите нормальной жизни. 1000 политзаключенных тоже ее хотят. И все мы этой жизни заслуживаем.